Вот это стоит памятник. Огромный бык символизирует здоровье человека, который въезжает в зону, что он может быка держать за бока, он въезжает в зону здоровый. И такой же здоровый он должен выехать из Чернобыльской зоны. Марине Гольмовой, ликвидатору Чернобыльской катастрофы, здоровой из зоны отчуждения вернуться не удалось. Она стала инвалидом первой категории. Во время ликвидации работала в медслужбе опергруппы штаба МВД. В саму систему внутренних дел попала как раз в год трагедии. Признается, добровольцем ехать не хотела, но пришлось. В УВД было всего 4 врача-лаборанта. Одна была женой работника органов внутренних дел, другая была женой директора тюрьмы колонии 14-й. Ну, как нового работника, конечно, послали меня. Я отказывалась, я говорю, муж умер, я вдова, одна с сыном, подростком. Я говорю, я не могу ехать. Собрали партийный комитет и все, или увольняйтесь, или поехали. Первое время в Чернобыле приходилось трудно. Марине Всеволодовне нужно было контролировать уровень радиации у других ликвидаторов, но и предоставленное ей оборудование было заражено. Нас первый раз послали на месяц. Этот месяц я работала с микроскопом, который из Припяти непроверенный привезли для работы мне. Эти дозиметристы тоже наши были дозиметры, которые почти ничего не показывали. Врача отправляли в зону отчуждения несколько раз. Она даже встретила там 87-й год. Ребята поймали рыбу в Припяти. Рыба там под радиацией очень хорошо размножалась и огромную такую. Они зажарили эту рыбу на Новый год и поймали в лесу дикого кабана. Там эти дикие кабаны ходили по Чернобыльскому лесу, и они поймали кабана, зарезали, пожарили шашлыки, и вот таким образом мы встретили Новый год.